В действительности были проведены публичные слушания, также был проведен один из круглых столов. На этих публичных слушаниях участвовало очень много журналистов, очень была возмущена общественность тем, что происходит на сегодняшний момент в компании. Поэтому и я присутствовал на этих слушаниях, и поэтому вышел с такой законодательной инициативой для того, чтобы первое, прекратить склоки вокруг ГРТ, и второе, выслушав предложение коллектива данной организации, а также их заключение, оно тоже имеется у вас в пакете документов, и, соответственно, предложил данные изменения для того, чтобы прекратить войну на ГРТ. Это прекратит войну? Дело в том, что я смотрел тоже ваши приводы, как бы, общественность, насколько я там, я так постарался внимательно послушать, но сколько я там не видел со стороны общественности. Больше склонны были, скажем так, со стороны юриста, который там является, да, если не ошибаюсь. Не только, среди руководства. Скажем так, руководство, наблюдательный совет, ну, скажем так, как бы общественности, людей со стороны, которые будут, скажем так, были профессиональны в этом деле, я не увидел, вернее, не услышал ничего такого принципиально важного, что мешало работать ГРТ. Уважаемые коллеги, я вам хочу сказать, именно вам ответить, я просто не взял сюда, чтобы вы видели, сколько жалоб есть от людей. Вот это было неплохо, да. жалоб. У нас мы уже 2 года только судимся. Вы что, этого не замечаете? Постоянно в судах. В прокуратуру обращаемся. Бумаги пропали, документы. Сегодня даже уже прокурор говорит, что нет такого уголовного дела. Я ему номер уже называю. Есть возбужденное уголовное дело, контролирует прокуратура Камрата. Есть такое уголовное дело. Есть видеозапись в интернете, где вытаскивают документы госпожа Карманенко вместе с водителем. Это не скрытно. Мы должны порядок там навести. Если мы хотим с вами, чтобы на самом деле там работало телевидение и финансы контролировать, там 4 миллиона, не 3 миллиона. И мы не можем те деньги, услуги, которые сегодня определяют, мы им 100 раз уже говорим, прекратите наличные деньги брать. Потому что никакой отчетности, абсолютно. Выходит туда счетная палата, приходит, говорит, вы извините, я не могу, нету документов, и ее забрали, скорая помощь забрала ее. Только звонит наблюдательный совет, давайте мы рассмотрим тот или иной вопрос. Все в больничном. Нету. Не могут работать, вы понимаете? Давайте что-то предпримем. Если мы хотим дальше, чтобы продолжалось это, чтобы не было никакого порядка там, ну давайте оставим. Дело в том, что на самом деле порядок не мы определяем. Определяет вот наблюдательный совет. Ну как? Вот давайте спросим наблюдательный совет. Наблюдательный совет. Если вы являетесь каким-то, насколько я еще говорю, я скажу логику, если есть какие-то нарушения, если есть какие-то недоработки, да, дело передается материал, как говорится, в прокуратуру. Значит, мы не доверяем прокуратуре или следственным каким-то органам. Если нет факта, на самом деле, нарушений со стороны предъявления, я так понимаю, что предъявление претензий должны быть в первую очередь со стороны правоохранительных органов. Андрей, но ни в коем случае не наблюдательный совет. Наблюдательный совет, это хотим мы не хотим, это люди, которые преследуют какой-то свой интерес. Я еще раз повторюсь, я смотрел очень внимательно, как вы говорите, это ваш круглый стол. Не наш, общественность проводила. Хорошо, общественность, да, проводила. Я не видел ни одного конкретного предложения, как на самом деле должно ГРТ работать лучше. И не было ни одного обвинения конкретного, чтобы сказали, да, на самом деле этот человек сделал вот так, и, скажем так, или украл, или не организовал работу, или не довел информацию. То есть этого я на самом деле не слышал. Павел Андреевич, у меня к вам вопрос. Сколько раз вы слышали с этой трибуны отчет, финансовый отчет по ГРТ? Можно узнать? Вот с этой трибуны. Сколько раз вы услышали финансовый отчет ГРТ с этой трибуны? Вы знаете, что они должны ежегодно отчитываться перед нами, потому что они тратят бюджетные деньги. Уважаемые коллеги, давайте мы разберемся, дадим слово наблюдательному совету, потому что ко мне постоянно пишут, да, ко мне постоянно наблюдательный совет пишет. Они приняли решение, обратили, суд даже не получил это решение, но уже отменил их решение.
Они обжаловали. И сегодня 2 месяца пока не рассматривают. А зато то решение, которое они приняли, за 20 минут решение получили. Вы говорите, я не знаю, как говорить дальше. Давайте рассмотрим это, давайте послушаем наблюдательные совета. Они не могут, если мы с вами не командуем, мы с вами не можем вмешаться в телевидение, исполком не может. Мы выбрали наблюдательный совет, и он не может, и он не хороший. Кто должен вообще? Объясните, кто должен там проверять? Закон. Какой закон? Тот, который мы с вами утвердили. Ну, наблюдательный совет не может. Ну, давайте ответьте, вот Туканов он послушает. Давайте сначала депутаты выступят. Давайте, мы уже... Не, ну давайте, давайте. Я хотел бы попросить еще раз. Я прошу вас, уважаемые коллеги, чтобы мы ответственно подходили к этим вопросам. Закон четко предписывает, что президиум не может направить раньше, чем через 7 дней на рассмотрение Народного собрания. Этот закон будет отменен. Нам его представили на комиссии в пятницу, буквально перед носом, за 5 минут. Мы его смогли рассмотреть. Значит, даже... Не, вы не хотели его рассматривать. Даже я просто. хочу сказать, ну я же вас не перебивал, это Роман. Так правду говорите. Вы идею предлагаете какую? Вместо председателя называть менеджер. Менеджер это вообще-то понятие, значит, специалист отдела. То есть здесь остаются директора, а получается, что менеджер по статусу выше, чем директора. Ну как это вообще как-то несерьезно. Мы примем... Менеджер по управлению. Я вас сразу Дословно. мы, собственно, такими решениями принижаем вообще, собственно, достоинство. Проблема заключается в том, что уже долгое время председатель этой компании не устраивает руководство ГКУ. Почему не устраивает? У нас заканчиваются одни выборы, убираем Башкана, примаров, депутатов, потом начинаем бороться за телевидение, за ЦИК, за директоров школы. И так все 4 года борьба. Одних директоров увольняем, других принимаем. Заключается вопрос в том, что просто не устраивает Анна Харламенко. Год назад, 1,5 года назад, не знаю сколько, полгода назад предприняли вариант, убрали Харламенко, поставили господина Перрона. Поставили. Сегодня не рассматривается вариант, потому что пришла счетная палата, что-то там вывела дело в прокуратуре, есть уголовное дело. Поставили незаинтересованное лицо, и эти же люди защищали его здесь и говорили, что у него нет своего телевидения, это телевидение его сына, нет конфликта интересов. Мы в Китае живем, да, Дмитрий Георгиевич? Это ваша любимая поговорка. Мы живем, что мы в Китае живем, не знаем друг друга. Назначили. Я хочу сказать, что правильно поддерживаю моих коллег, которые говорят, что нарушение закона минимум в 3 статьях есть, что мы сегодня не можем рассматривать его. Но есть этическая здесь составляющая. Я не хотел этого конфликта, чтобы здесь этот конфликт был, не хотел, чтобы этого человека выгоняли. Я с Анной Харламенко говорил. Она мне сказала, что я готова уйти. Я готова уйти, но я готова сама уйти. Я не хочу уходить, чтобы меня выгоняли. Я была создателем этого, у истоков создания этого телевидения. Я была председателем Народного собрания, я житель этого города. И я хочу, если уйти, я сама уйду. Мне не нужно выгонять, тем более выгонять по чьим-то интересам. Башкан не даст соврать, я был у нее. Я сказал, что Анна Харламенко готова уйти с телевидения. Если это нужно, она напишет заявление и уйдет, если вопрос заключается в ней. Ирина Федоровна сказала, не нужно, ни в коем случае никуда уходить, хороший специалист, пускай стоит и работать. На следующий день и через день она получает 2 выговора друг за друга. Ирина Федоровна, мы говорим о семейных ценностях, вы говорили про бюджет, когда мы рассматривали, что мы должны здесь жить как в семье. В семье спину не бьют. В семье, когда говорят, что пускай работает, не хотят уволить по статье. И сегодня, вы можете говорить, сейчас встанете и будете опровергать, но сегодня ваш советник докладывает этот вопрос. Рома, как тебе наглядный пример привести? Будет то же самое, что было в колхозе «Гигант». То же самое будет. Вот пролоббируй закон, и то, что ты там видишь, то же самое ты увидишь и на телевидении. Юрий Ильич, будет знаете как? Дело не в статьях, дело не в законе. Дело в том, что нужно поменять директора любыми способами. Законных нету, дошли. Мы сегодня втянуты уже здесь Народное собрание. Вы ЖЭКу по закону меняли? Нужно поменять закон, а закон все равно будет иметь действие со следующего руководства, через когда закончится контракт с этим руководством. Все равно тоже нет решения. Зачем мы втягиваемся в это? Зачем вы не послушали наших коллег и сказали снять вопрос в общественном рассмотрении? Зачем этот конфликт нужен сегодня? Зачем мы завтра, послезавтра закончим дело с телевидением, разберемся, перейдем опять к другим директорам, у нас будут претензии. Мы такое общество должны строить, мы такие отношения должны строить между исполкомом и Народным собранием, или с теми директорами. И наблюдательный совет 100% подконтрольных определенным людям. Я был на этом наблюдательном совете, они с депутатами не хотят разговаривать, они кто-то выгоняют с наблюдательного совета. Оскорбляют. Еще претензии потом
Вас не было, когда я был. Вас не было, вы тогда не были. И вы не член наблюдательного совета. И у них есть, они приходят туда с определенным мнением, оно уже решение, просто приходят за решение. Как может, вы все являетесь руководителями, как может выговор? 8, 9, 10 числа 3 выговора подряд. 3 дня подряд собирается наблюдательный совет, 3 выговора, потом раз приняли решение о отстранении от должности, 3-й раз. Тем более человек уходит, сам же был по пути. Зачем в спину бить человека, который был заслуженный, этот человек заслуженный житель нашего города? И Гагаузии, и мало или много сделать, эта история даст ему. Эта история покажет, то, чего добился в этой жизни и где работал. Я не хочу, чтобы не речь не вот я, допустим, даже о Анне Харламовне, о любом жителе. Так нельзя поступать. Так поступать просто нельзя. И по закону, и по этическим соображениям. Спасибо. Я, уважаемые коллеги, еще раз хочу узнать, вы должны проверять финансовую ситуацию? Или вообще, потому что наблюдательный совет, сегодня, наблюдатель, как счетная палата. Счетная палата 1 раз в год проверяйте, до свидания. Все. А остальное, подождите, сегодня вы говорите, вот она уйдет, не уйдет. Ну, как она уходит, мы знаем. Она уходила, кстати, еще, когда выборы были в Башкана, она сказала, мой брат идет в Башкан, я извиняюсь, я оставляю, ухожу. Ну, почему? Все, давайте скажем вот это. Другой вопрос я задаю. Они сегодня, наблюдательный совет, не могут зайти в телевидение. Не могут. Она наняла себе ведомственную охрану. Они приходят, мне звонят. Дмитрий Ильич, мы не можем зайти. А что они вам звонят? А кому будут звонить? Кому вам должны? Полицию. Полиция, что вам звонит? Как полицию? Вы что, папа Полицию ушел? А будут что вам звонить? должны звонить? Они наши, понимаете? Они Почему мне, Башкану за что вам они звонят? мне жалобу пишут. Потому что вы отправляете их, поэтому... Потому что вы отправляете вами А звонят. когда они избрали Анну Харлампину, нормально было? Нормально было, вы же согласились с этим? И Ну, она была сегодня нормальная плохо, год? да? Она была И год сегодня нормальная, плохо. да? Поэтому мы должны наблюдать, коль мы избрали его, или мы изберем Коль, других, мы мы должны ко всем относиться должны нормально. дать им работать наблюдательным советом. Если мы хотим этого, чтобы кто-то их проверил. Дмитрий Георгиевич, есть наблюдательный совет. Вас тоже так же избирали, как и все. Была согласованность, была договоренность. Какая вам рассказать, какая была договоренность? Доставьте, садитесь, вы не знаете. Дальше говорю вам. Наблюдательный совет конкретно сегодня, перед тем, как зайти в заседание, идет к вам, полностью ЦУ получает под контроль. Я в телевидении не хожу абсолютно. Вы говорите, они к вам приходят. Они к вам приходят. А куда они должны Они идти? тут так Их туда не домой. пускают.